Руководители силовых структур доложили президенту о ходе расследования нападения на пожилых супругов и убийства одного из них в Сухуми в районе Маяка, а также двойного убийства в селе Сидо Галского района. По словам генерального прокурора Республики Абхазия Зураба Ачева, для раскрытия преступления, совершенного в Галском районе, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, но установить причастные к нему лица пока не удалось. Первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Рауль Зухба озвучил последние данные и доложил о ходе расследования преступления, совершенного в районе Маяка. Первое половине дня до совещания у вас мы проводили совещание с участием оперативных сотрудников центрального аппарата, руководства ОВД по Сухумскому району и прокуратура Сухумского района. Мы наметили на сегодняшний день и вообще на неделю определенный фронт работы. Там у нас появилась необходимость провести дополнительное обследование территории. Одним словом, мы делаем все для того, чтобы раскрыть данное преступление. Глава государства отметил, что подобные резонансные преступления должны быть раскрыты в ближайшее время. Касаясь работы службы государственной безопасности в контексте произошедшего двойного убийства в Галском районе, президент отметил, что ведомство должно принять все необходимые меры, чтобы граница была закрыта. Что касается службы государственной безопасности, вопросы границы. Для того, чтобы провести соответствующие работы по раскрытию данного преступления, которое имело вчера место, вы должны сделать все для того, чтобы граница у нас была закрыта. Рауль Хаджимба также обсудил инцидент, связанный с бывшими сотрудниками расформированного управления собственной безопасности НВД. Президент поручил генеральному прокурору республики тщательно проверить информацию, ранее предоставленную бывшими сотрудниками МВД в ходе недавнего брифинга. Что касается МВД, если вы принимаете решение о изменении в своей структуре, то вы должны знать, что структурные изменения могут производиться только в рамках кабинета министров. Но никто еще не отменял вопросы, связанные с темой кадровой тематики. У нас вопросы присвоения званий, присвоения соответствующих должностных положений никто не отменял. У нас лицо, вчера бывшее лейтенантом, сегодня может вырасти до полковника. Извините меня. За какие заслуги мы производим такого рода изменения? Я просил бы к этому вопросу очень серьезно подойти. Вот я требую от Генеральной прокуратуры тщательно изучить этот вопрос и, действуя в рамках и строго в соответствии с законом, поставить вопрос о мерах ответственности по отношению к обеим сторонам. Виновны, если эти лица, которые соответствующим образом представили эту ситуацию таковым, значит, они должны нести ответственность. Виновно руководство МВД, значит, они понесут ответственность. Президент также отметил, что решения о структурных изменениях в ведомстве должны согласовываться с Кабинетом министров. Первый вице-премьер и министр внутренних дел Аслан Кубахия сообщил, что новая штатная структура была подготовлена в январе и представлена в администрацию президента и в Кабинет министров. Ранее в министерстве были созданы управления по несколько человек, что распыляло силы, но никак не влияло на результат работы. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.